Кампания по выдаче биометрических паспортов образца 2020 года стартовала месяц назад. За это время поступило 55 тысяч заявлений на получение загранпаспортов нового типа. Уже больше 6,5 тысяч имеют новый паспорт. Главное, этот паспорт отвечает требованию ИКАО, Международной организации гражданской авиации, по всем требованиям, особенно по 7-й редакции она отвечает. Уникальность данного паспорта, как вы знаете, в данном паспорте имеется более 30 защитных элементов, а также в данном паспорте имеется чип, который не было в предыдущих паспортах, а также есть несколько защитных элементов, которые можно считать именно с специальным устройством. Кроме того, восстановлены документы около 200 баткенцев, пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе. Была создана мобильная группа, был осуществлен выезд во главе заместителя председателя Государственной регистрационной службы. И мы на сегодняшний день собрали более 300 заявлений на восстановление документов. Из них уже порядка около 200 документов уже восстановлены, в том числе и паспорта, ID-карты, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, в том числе и водительские удостоверения, технические паспорта, которые в ходе ситуации, которая произошла в Баткене, граждане были вынуждены бежать из своих домов или там, где все сгорело, все дома, и в том числе и документы. Руководством ГРС принято решение увеличить график работы. В скором времени ЦОНы начнут работать с 8 утра, а также именно в утреннее время будет усилена зона рецепции для разгрузки работы. А что касается работы центров обслуживания населения, на сегодняшний день у нас по всей республике созданы 27 центров обслуживания населения. Это говорит о том, что со стороны службы ведутся активные мероприятия по изысканию им помещений и дополнительных уже открытия центров обслуживания населения по всей республике. В целях реализации указа президента о мерах по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг с 1 июня снижена стоимость перерегистрации машин. Сейчас в случае перерегистрации автомототранспортных средств граждане будут оплачивать только за бланк свидетельства о регистрации транспортных средств, за государственные номерные знаки и за услуги по государственной регистрации. Оплата с 1 июня по 31 декабря у нас будет фиксирована. Это составит 460 сомов в случае, если государственный регистрационный знак не подлежит замене. В случае изменения государственного регистрационного знака, это может быть, если новый собственник автотранспортного средства захочет поменять государственный регистрационный знак, или будет произведена смена региона, оплата будет составлять 1360 сомов. Напомним, что в центрах обслуживания населения можно получить свыше 300 видов документов, начиная от паспорта, заканчивая различными справками и перерегистрацией. Надежда Усова, Чингиз Джумагулов, Ала-То 24.